Добрый вечер, вы смотрите «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Думаю, сегодня уже никто не поспорит с утверждением, что внеклассные занятия и дополнительное образование для детей очень важно. Именно внеурочная деятельность помогает развиваться, открывать себе новые таланты и грани. И с нашей сегодняшней гостьей мы поговорим о том, какие занятия популярны у детей и подростков, а также узнаем все о работе детского технопарка. У нас в гостях Мария Щербачкова, руководитель детского технопарка «Кванториум». Добрый вечер, Мария Андреевна. Добрый вечер. Раз мы начали нашу программу с утверждения о том, что внеклассные занятия очень нужны, и дополнительное образование в том числе, расскажите нашим телезрителям, почему именно это важно. Ну да, вы здесь правы, потому что сейчас дополнительное образование имеет очень важный вообще аспект вообще в системе всего образования. Да? И дополнительное образование, внеурочные занятия, которые проводятся для детей школьного возраста, как раз-таки у детей тот самый возраст, где они развивают в себе новые таланты и какие-то вот грани творчества. А вот почему именно нужно заниматься дополнительным образованием каждому? То есть сейчас же у нас говорят о том, что каждый ребенок должен помимо школы ходить еще на дополнительные занятия. И как выбрать эти дополнительные занятия по душе? Вообще в дополнительном образовании дети развивают те навыки, которых пока, к сожалению, нет места в классическом образовании. Они развивают навыки, такие как командообразование, вот то же самое тимбилдинг, да, и это касается и новых трендов. В школе пока сейчас такое не преподают, а именно в дополнительном образовании в каждую программу заложен такой модуль, как развитие вот таких вот данных компетенций у подрастающего поколения. А какие новые тренды сейчас есть? Новые тренды — это та же самая проектная деятельность, которым должны заниматься каждый ребенок должен заниматься. Сейчас проектная деятельность, исследовательская работа — это очень важно для детей, потому что как раз-таки именно там закладывается их профориентационный путь, можно сказать, да. Они уже раскрывают свои таланты и могут определиться даже с будущей профессией. Кванториуму в Якутске в этом году исполнилось 6 лет. Расскажите, пожалуйста, какие занятия могут посещать наши дети и что в целом поменялось за это время? За 6 лет реализации данного проекта проделана очень огромная работа по развитию инженерного творчества и в том числе и информационных технологий. Вообще сейчас, если поговорить об изменениях Кванториума, раньше технопарк у нас работал по 9 основным направлениям, и программы были разработаны для детей с 5 класса. Сейчас, исходя из потребностей детей и родителей, мы открыли уже новые направления, то есть не 9 кружков у нас сейчас имеется, намного больше. И также разработали программы для детей младшего школьного возраста. У нас есть вопрос от телезрителя. Со скольки лет ребенок может пойти заниматься в Кванториум? Спрашивают, бесплатные ли занятия и можно ли начать, например, в середине учебного года, то есть, например, пойти с января, или обязательно нужно дождаться сентября, чтобы тебя зачислили? Нет, обязательно ждать не надо, потому что у нас именно приемная кампания, она начинается в начале сентября, в конце августа по-разному. Прием идет круглогодично. У нас все программы, кружки обучения бесплатные, и дети могут заниматься с дошкольного возраста. То есть это с 5 лет обязательно. И также есть кружки вот как раз-таки по лего-конструированию. Начальная робототехника нет, как раз-таки для детей. Наоборот. Да, для детей дошкольного возраста. Они начинают с лего и заканчивают уже какой-то промышленной робототехникой. А подскажите, пожалуйста, вот дети, получается, ходят одного возраста на кружок? Или, может быть, одному 14, другому 7? Да, у нас есть разновозрастные группы творческие, то есть группы творческие набираются не по возрастам, а по, даже можно сказать, по подготовке, по уровню подготовки. То есть это могут быть дети, как и шестиклассники в одной группе, да, и девятиклассники. Вот как часто дети начинают ходить и бросают занятия? И вообще, как вы и преподаватели к этому относитесь? Как-то уговариваете их заниматься или наоборот говорите, что ничего страшного, выбирай то, что тебе по душе? Да, вы тут совершенно правы, потому что у нас не школа, у нас дополнительное образование, да, то есть бывает такое, что дети приходят в сентябре, записываются, и в итоге зачастую бывает, что им это не понравилось, именно какое-то направление.
Для этого мы, исходя из своей практики, сделали как? В начале учебного года мы проводим именно занятия по софтам. Это коммуникативные навыки, где мы смотрим их предпочтения, куда они хотят ходить. И только после этого, если ребенок потерялся, мы можем его сориентировать, на какой кружок, на какое направление ему записаться. Также еще один вопрос от телезрителя пришел, сейчас его зачитаю. У моего сына есть интересный проект беспилотного летательного аппарата, но пока он только на бумаге. Может ли он прийти к вам во дворец детства и реализовать свою задумку? Да, на базе нашего технопарка есть направление по беспилотным летательным аппаратам. Как раз-таки там именно занимаются разработкой проектов касаемо беспилотников. Да? Это могут быть квадрокоптеры, это могут быть какие-то модели, это могут быть машины, это все, что касается беспилотного. Детей обучают программированию, то есть весь жизненный цикл беспилотного аппарата, то есть от программирования до пилотирования. И если у ребенка имеется какой-то проект, да, набросок, именно в стенах аэроквантума можно разработать прототип, что есть на бумаге, и перенести его уже на какой-то определенный продукт. Ну, то есть можно идеи воплотить в жизнь. Да. Это очень здорово. А какие направления пользуются особой популярностью у детей и подростков? Ну и как думаете, почему? Что они выбирают сейчас чаще всего? Ну, сейчас вообще всегда была популярна робототехника. То есть робототехника, будь она и соревновательная робототехника, либо промышленная робототехника. Сейчас очень актуально стали как раз-таки беспилотные летательные аппараты и проектирование нейроинтерфейсов, где дети занимаются датчиками определенными и программированием. А 3D-моделирование? Аддитивные технологии у нас имеются, да, 3D-моделирование — это работа непосредственно с 3D-принтерами, да, с программными обеспечениями. Также есть модули по лазерной гравировке и по столярному делу. А что вы можете гуманитариям предложить? Вообще гуманитарий, да, ему все равно есть место в IT. Ну, IT — это обширное очень понятие, да, и если у ребенка, у детей, у какой-то команды есть проект, то гуманитарии могут вливаться в роли менеджера проекта. Хардами они не занимаются, они занимаются только софтами. Они защищают проект, защищают презентацию, делают презентацию и направляют свою команду в нужное русло. То есть, получается, дети между собой взаимодействуют, верно? То есть они могут из разных направлений создать какую-то свою команду, да, и реализовать проект. Да, все верно. Очень здорово. В 2020 году был создан первый мобильный технопарк. Насколько я понимаю, это большая машина, которая очень хорошо оборудована, там есть лаборатория и некая литература. Вот как вы используете этот комплекс и насколько он удобен оказался за это время, как себя проявил, показал? Да, мобильный технопарк мы открыли в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», да, нацпроекта образования. И, по сути, это, да, вы правы, данный это автокомплекс, который оснащен неким оборудованием, и работа проводится таким образом. То есть у нас есть 6 агломераций по всему району, по всей республике. И ездим по данным агломерациям. Это Мегино-Кангаласский улус, Вилюйский, Верхний Вилюйский, Усть-Алданский, Намский и Мегино-Кангаласский. Также мы работаем по запросам школ, пригород Якутска и также школы Якутска. То есть поступают запросы, если у них не хватает какого-то оборудования, может быть, да, либо не хватает каких-то кадров, то мы разрабатываем программу и выезжаем уже с занятиями в определенные школы. А как ребята реагируют? Конечно, дети радуются, очень сильно радуются, особенно из районов, да, потому что дети хотят заниматься этим, но они, к сожалению, занимаются только на симуляторах. То есть либо на симуляторах, это в лучшем случае, а в худшем случае это, конечно, просто теорию. Наши педагоги, наставники выезжают к ним и уже непосредственно готовят их на практике. Давайте подробнее поговорим о проектной деятельности Кванториума. Что у вас есть интересного, вообще на что ставку делаете и каких успехов удалось добиться за прошлый год? Проектная деятельность — это вообще что такое проект? Да? Это проект, это где, если есть проблема, то
там из проблемы делается проект. То есть, по сути, можно сказать, что проект — это проблема. А проблемы есть как и личные у детей, да, бывают и такие более важные, например, какого-то субъекта, например, даже у города. И исходя из этих проблем дети занимаются научно-исследовательской работой и защищают какие-то проекты. Но у нас проекты, так как мы больше как инженерная школа, да, инженерные проекты и с какими-то данными прототипами. Ну, то есть есть задачи, которые, грубо говоря, нужно решить и предложить пути решения, верно? Да, верно. Как велась подготовка преподавателей? Потому что спецификация здесь необычная у вас. Это не просто учителя, это в какой-то степени учителя и наставники, и друзья, и люди, которые должны вдохновлять. Вот как вы собрали команду, как нашли людей, которые с горящими глазами рассказывают все самое интересное нашим детям? Педагогический состав у нас состоит как и из молодых педагогов, наставников, так и из опытных. Вообще очень сложно найти хорошего кадра именно в части информационных технологий, в части инжиниринга, потому что учителей таковых, кто владеет хорошими ходами, и в то же время хороших учителей, педагогов, да, наставников, их очень сложно найти. Вообще по идеологии кванториума педагоги у нас считаются наставники, и проходили курсы повышения квалификации вначале проходили на базе Сколково в Москве. И в течение года также мы стараемся развивать их навыки и отправляем также на обучение в центральные вузы, на какой-то обмен опытом, на хакатоны и так далее. Ну, как вы считаете, для педагога, который работает в кванториуме, обязательно образование? То есть или это может быть вдохновленный человек какой-то идеей, который должен рассказывать о чем-то, работать? Или все-таки образование здесь играет ключевую роль при работе с детьми? То есть наставник, да, это же не обязательно учитель. Образование, конечно, это превыше всего, но также мы принимаем, можно сказать, очень, как вы сказали, заинтересованных фанатов каких-то своих дел. Мы их принимаем, смотрим, обучаем, конечно же. У них есть наставники свои, да, более опытные педагоги. И также мы их обучаем по программе переподготовки педагог дополнительного образования. Ну, то есть все равно обучение очень важно в этом вопросе. Ну вот ребята, которые занимаются в кванториуме, получают не только знания, но и опыт публичных выступлений, участвуют во всевозможных конференциях, а также олимпиадах. Насколько для детей такая деятельность полезна и вообще нужна, важна? Вообще сейчас есть по олимпиадам, по конкурсам, да, есть такой перечень конкурсов, творческих соревнований, олимпиад, который утвержден Министерством просвещения Российской Федерации, которые дают дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение России. И делаем как раз-таки упор на эти конкурсы, на эти олимпиады, и разрабатываем дорожную карту и индивидуальный маршрут на ребенка. То есть есть у нас ребенок, либо есть у нас проектная команда, и мы выстраиваем им такой маршрут. То есть они начинают с внутриучрежденческого этапа какой-то конференции, и потом уже выходят на муниципалитет, и после муниципального этапа выходят уже на регион. И после региона у них идет распределение и рекомендации на всероссийский либо на международные уровни. Как часто они у нас выходят на всероссийские международные уровни? По достижениям детей позапрошлом году у нас начал работу проектный офис, где мы помогаем детям с проектами, и педагогам помогаем, да. И в прошлом году по рекомендациям после региональных этапов всех конференций ребята вышли уже на российский уровень, ездили в Москву. Как правило, у нас это в марте. В марте самая горячая пора выездов, командировок. Ну, успехи есть, да, получается? Да. И какое направление наиболее у нас успешно? Давайте его выделим все-таки. Основное направление — это техника, технологии, это информационные технологии, туда входит научно-техническая выставка. Но также есть проекты, которые связаны с общественными гуманитарными науками. По экологии есть что-то интересное у нас? В любом направлении. Вот можно привести пример, да, у нас есть мальчик, он учится в 9 классе, и у него проект по спортивной направленности. То есть он разработал
палку для мастер-рестлинга, это национальный вид спорта, да, якутские, его усовершенствовал. И вот как раз-таки недавно он получил патент. Ничего себе. И вот что с этим патентом будет? То есть можно будет с Министерством спорта отработать, да? И как-то, не знаю, Да, работа например, велась активно с Институтом физической культуры и спорта, да, с ИФУ. И сейчас уже вот автором является сам ребенок, и у него планы на реализацию и на умножение. Ну, то есть все шансы на успех есть, я Да. считаю. Но вообще обязательное условие кванториума — это сотрудничество с промышленным сектором, потому что дети должны делать не абстрактные проекты, как мы с вами говорили, а вот как раз приближенные к реальности. И с какими предприятиями вы сотрудничаете? Может быть, есть какие-то интересные проекты вот, межведомственные? По интересным проектам заказчиками, конечно, всегда, если проблема касается нашего региона, заказчиками выступают правительства Республики Саха-Якутия. И детьми были разработаны такие проекты, как катамаран, катамаран — это робот, который очищает водоем. В нашем случае это Талое озеро. Мы провели апробацию, и как раз-таки вот такие данные вот проекты. Также, к примеру, можно взять 80% мужчин в Якутии занимаются охотой. Но есть такая проблема — краснокнижные птицы, да, краснокнижные утки. И сейчас дети работают над проектом, над прототипом данного проекта гаджет для огнестрельного ружья, который может выявлять, входит в эту красную книгу эта утка данная или нет. Ничего себе, это очень полезно. Также есть у нас проекты, связанные с пожарами, которые у нас постоянно летом, к сожалению, бывают, да? Да. Мониторинг пожаров с использованием квадрокоптеров и также по подтопляемости участков. Ну вот как раз, когда я готовилась к нашей сегодняшней программе, я прочитала интересный факт о том, что томские школьники пришли к сотрудникам МЧС и сказали, что они хотят мониторить заторы на реках при помощи квадрокоптера. И это оказалось настолько удобно и полезно, что когда ребята по случайности утопили квадрокоптер, им купили новый, лишь бы они только продолжали воплощать в жизнь свою задумку. Есть ли вот у нас еще какие-то такие интересные проекты, которые прям удачно вписались и вот вошли, кроме тех, которые вы назвали? Тут пока до проектов, например, как проект мы еще не оформили, да, но был такой опыт, когда мы искали людей. Ну, то есть дети искали людей, которые потерялись в тайге. Тут мы сотрудничали со службой спасения Республики Саха-Якутия. Также по подтопляемости участков тоже мы вели мониторинг. И по городу Якутску мы работаем активно с водоканалом. Ну, то есть взаимодействие есть, Да, все налажено. да. Ну, то есть ребята, получается, этот проект реализуют каким образом? То есть от идеи до прям воплощения в жизнь, верно? Да, То есть полный цикл. сначала у них есть идея, да, вот, а потом они эту идею исследуют, обращаются к специалистам, и уже с помощью специалистов, с помощью руководителя набрасывают все это на бумагу. То есть создают доклад какой-то, защищают его и непосредственно потом занимаются уже прототипом. Ну вот дети на самом деле большие фантазеры, а как понять, что вот проект действительно стоящий будет? Вот иногда бывают самые же такие неожиданные идеи, скажем так, стреляют. Как педагоги вообще делают ставку на тот или иной проект? Так, у детей бывают очень разные идеи, да, очень разные проекты. Все они, конечно, делают все это, оформляют как проект. То есть никому вы не Да, отказываете, мы не верно? отказываем. И потом уже на участие в каких-то конференциях, на участие в каких-то творческих выставках, там уже происходит отбор. И исходя из рекомендаций экспертов, дети сами, можно сказать, приземляются и уже дорабатывают проект по-другому. А, например, можно посотрудничать с кванториумом? Могу ли я прийти и сказать, вот я, например, там, могу прочитать лекцию, вот возьмете вы меня, например, в качестве open лектора? Да, да. У нас проходит как раз-таки в рамках проектного офиса, мы проводим для детей разные мероприятия, не только занятия, да, в кружках, а проводим какие-то лекции, приглашаем специальных людей. У нас этот цикл называется «Встречи с интересными людьми». И как раз-таки, где именно специалисты делятся своим опытом и рассказывают про свою профессию и про свои дела. Пользуются популярностью у ребят такие встречи? Да, конечно, пользуются. С удовольствием, да, Да, слушают? да, слушают. Ага.
старшеклассники особенно. Про профориентацию, то есть это насколько сегодня этому вопросу уделяется должное внимание? Ну, ведь выбор профессии — это дело очень, скажем так, тонкое, в какой-то степени даже судьбоносное. Вот как ребенку, которому, допустим, 12, 13, 15 лет, вот как ему не ошибиться с выбором будущей профессии? Тут, что касается профориентации, у нас педагоги обучены как профориентолог, они могут выступать, да, профориентолог, вести с ними беседу какую-то и смотреть вообще на потребности ребенка. Были такие моменты, когда ребенок приходит, вот 12 лет, и говорит, я хочу стать программистом. А потом в итоге он стал не программистом, а космофизиком, например, что ему понравилось. Ну, может быть, о взаимодействии с родителями. То есть порой же родители очень сильно давят на детей и говорят, нет, ты должен стать врачом там, или математиком. Как вот здесь быть? То есть все равно нужно, наверное, отталкиваться от потребностей ребенка. И как вот родителям это понять? Давайте нашим телезрителям дадим совет, особенно взрослым телезрителям. Как на ребенка не давить и как понять, к чему он стремится? Тут, наверное, в профориентации очень важную роль имеют родители. Потому что если родитель заинтересован в каких-то вот интересах ребенка, потребностях ребенка, важно ему услышать это, услышать, увидеть. И для таких моментов мы проводим для родителей как день открытых дверей и также коворкинги, где родители могут подойти и пройти все направления и как раз-таки убедиться, чем занимается их ребенок. А есть какой-то общий открытый день дверей, когда вот все дети могут прийти, посмотреть, что-то выбрать для себя? Попробовать, возможно. Ведь в 12 лет очень сложно определиться, куда именно пойти. Вот когда ты пришел, попробовал, посмотрел, мне кажется, немножко даже легче. День открытых дверей у нас проводится перед началом учебного года. Это, как правило, у нас бывает в конце августа, где родители, дети приходят и знакомятся с нашими направлениями методом мастер-классов. То есть наставники выходят и показывают мастер-классы, и ребенок может уже определиться. Далее они записываются, и после записи мы для всех проводим обзорную экскурсию по всем кружкам, по всем направлениям, потому что, возможно, ребенок что-то пропустил, и, возможно, ему захочется записаться на другое направление. Также мы проводим экскурсии для всех желающих, которые приходят. Это обычно бывает, приходят классами по заявкам. Ну, вот как раз хотела спросить про родителей, насколько они активно вовлечены в общественную жизнь кванториума, или все же это больше место для детей, чем для родителей? То есть потому что обычно в школе же родители привлекают, родительский комитет есть, вот, родители активно участвуют в жизни школы. Как у вас работа построена? Ну, такового родительского комитета именно в кванториуме нету, но родители у нас участвуют как раз-таки в проектной деятельности. Подбор каких-то материалов, может быть, да, они оказывают помощь как и детям своим, так и руководителям, участвуют в изготовлении прототипов, если ребенку что-то дается сложное, если он не успевает все это сделать в кванториуме, то, как правило, родители выходят на подмогу. Ну, значит, помогают. Да. Ну вот порой, особенно от подростков, можно услышать, что образование — это уже не так важно. Ну, то есть для них более важна самореализация. Вот как вы согласны с таким утверждением? Или все же стоит делать ставку на образование сегодня, а самореализация придет? Или наоборот, делать ставку на самореализацию? Ну, в первую очередь, конечно, это образование, я так считаю, образование, потому что как раз-таки, когда ребенок получает основные знания, что касаемо в школе, тут и закладывается весь его жизненный дальше путь, и как раз-таки может быть и эта самореализация. Как раз хотела спросить, телезрители вопрос прислали, может ли ребенок ходить сразу на несколько кружков или только на один? Сейчас по положению приема, ребенок может посещать несколько кружков, если это физически возможно для него. 2023 год объявлен был нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. Вот насколько система наставничества сегодня развита? Вот ее как раз активно сейчас возобновляют, и порой можно от молодых педагогов услышать, что опытные преподаватели используют их как, можно сказать, помощников. То есть, мол, заполни за меня журнал и заодно научишься, как это делать. Насколько в вашем профиле есть такое, или наоборот, нет, не встречались вы с такими проблемами? Вот в сфере дополнительного образования интересно узнать, как система наставничества настроена. Система наставничества у нас есть как и педагог-педагог, да, и есть как педагог обучающийся. То есть
Наставником может быть и педагог, а наставляемым ребенок, и также наставляемым может быть педагог. А наставляемый педагог, он, как правило, молодой, да, а опытный более педагог, он как раз-таки по методикам преподавания, по разработке образовательных программ какую-то помощь да, оказывает. И журналы. Ну, журналы это, конечно, сейчас у нас все электронные, но тут, наоборот, бывает такое, что молодой педагог может помочь опытному педагогу. То при есть заполнении. обоюдное наставничество Да. идет в одну и в другую сторону. Вот хотела спросить еще про бумажную работу. То есть часто учителя жалуются, что очень много бумажной работы. Нужно заполнить один журнал, сделать план урока и так далее и тому подобное. Вот как сейчас обстоят дела? То есть цифровизация вошла все-таки в жизнь дополнительного образования или еще не до конца? Цифровизация, можно сказать, вошла в полной мере, потому что с этого года мы ведем запись через госуслуги, через портал госуслуги и через навигатор дополнительного образования. Также журналы все сейчас ведутся тоже в системе «Сетевой город», и все бумажные вот эти вот работы немножко уже, мы их уже не используем. Ну, уже отошли Да, от этого. да, да. А насколько часто вот родители или дети пользуются онлайн-сервисами для записи, например, либо вот используют какие-то гаджеты при учебе? То есть сейчас же у нас дети очень активные, позитивные такие, и даже порой вот действительно могут взрослых многому научить. Вот они пользуются всеми этими сервисами активно? Да, тут дело, как сказать, привычки, да. Раньше, если все привыкли подавать, например, те же самые заявки на обучение в бумажном виде, а когда внесли вот новые коррективы, что все через посредством порталов сетевых, то, конечно, среди населения были такие моменты, что некоторые отказывались. Но потом со временем, конечно, все привыкли, и, как оказалось, все это очень удобно, всем удобно. Ну вот хотела вас еще спросить о том, как ваш коллектив организован, то есть сколько у вас есть преподавателей, и можно рассказать о том, сколько вот детей занимается в кванториуме. Педагогов у нас, вот, педагогический состав, да, у нас состоит из 29 человек. То есть это достаточно большой Да. коллектив. В том числе и входят, это у нас мастера производственного обучения имеются, педагог-организатор обязательно. Что касается детей, на данный момент по технической направленности у нас обучаются более 800 детей. Угу. Ну вот вернемся все-таки к гуманитариям. Расскажите, пожалуйста, вот еще вопрос пришел от телезрителя. Есть ли гончарная мастерская? Очень интересуется у нас. Гончарная мастерская у нас есть, но это входит в другое структурное подразделение Дворца детского творчества. То есть не входит в кванториум? Не входит в кванториум, да. Есть мастерская «Гончарный круг надежды», если не ошибаюсь. Кружок. Есть ли какие-то специальные программы, например, можно ли пройти профориентацию онлайн? И как бы вы все-таки посоветовали, обратиться к специалисту, профориентологу, или можно самостоятельно выявить направление деятельности для человека? Ну, сейчас многие вообще думают, что профориентация — это просто тесты. Онлайн-тесты. На самом деле это не только тесты, это могут быть тренинги. Есть у нас программа «Атлас будущих профессий», по которой мы работаем, да, с детьми, где как раз-таки дети узнают, знакомятся с новыми профессиями. Кванториум является организатором многих муниципальных мероприятий, соревнований, в том числе и конкурс профессионального мастерства, профессионалы, организаторы 3 площадок, 3 компетенций. Да, это проектирование нейроинтерфейсов, космическая инженерия и эксплуатация беспилотных летательных систем. Также мы в летнее время проводим летние каникулярные смены. В этом году провели инженерный хакатон с участием московских преподавателей с МГТУ имени Баумана. Также мы являемся республиканским ресурсным центром Ассоциации 3D-образования и проводим олимпиаду по 3D-технологиям. Ну вот а как наших ребят оценивают московские специалисты? Что они про них говорят? Что есть перспектива, есть задатки? Перспектива, конечно же, у наших детей есть, задатки также есть, потому что они активно ездят по разным регионам и делятся опытами. Как раз-таки там они прокачивают свои скиллы. А у нас есть вообще какой-то опыт взаимодействия с другими регионами? И, может быть, какой-то кванториум, они же по всей России есть, является прям номер 1 или примером, может быть, наш вдруг? Да, сеть детских технопарков сейчас вообще по всей России
если не ошибаюсь, 39 кванториумов, это почти во многих регионах, да, общались с многими нашими коллегами, в том числе из Магадана, с Камчатки, и также ездили в кванториум в Санкт-Петербурге. Ну как такой обмен опытом? Помогает? Да, помогает не только детям, но и нам самим, потому что мы делимся опытами какими-то. Черпаете вдохновение, да. наверное. Проблемы у нас некоторые бывают, что одни и те же, что и у всех. Ну и в завершении нашей программы я бы хотела, чтобы вы дали совет нашим юным якутянам, какой-то хороший, добрый, светлый. Ну, в первую очередь, конечно же, пожелаю, чтобы все задумки детей были услышаны как и детьми, как и родителями, как и педагогами. И желаю не останавливаться на достигнутом и новых свершений. Мария Андреевна, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю нашим ребятам больших успехов, преподавателям обязательно тоже успехов во всех начинаниях, классных проектов и всего самого наилучшего. Спасибо. На этом наша программа заканчивается. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.